Сакулиев, ингуш по национальности, профессор, доктор политических наук, академик, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист Республики Ингушетия. Ну, во-первых, я себе нашел нового друга, Андрея. Собираю себе, сына будет. А вообще, очередной раз очень рад побывать в Тбилиси. Мы вчера приехали, у нас была какая-то небольшая пауза. Мы где-то около года, 2 года. Или даже 2 года уже, представляешь? Вот мой друг Аслан. Мы не были 2 года, а вчера погуляли, нас Шалва повозил, посмотрели места, поговорили. Много интересных вещей друг другу сказали. А вот поводом стал абсолютно неожиданный момент. К моему стыду я первый раз услышал о таком великолепном мастере. Вот, и уже в дороге, когда я интересовался, мне сказали, что у нас в Карбулаке выставка, вот, что у нас выставка. Ну, к сожалению, вот так получается, что уже несколько интересных фактов из творчества разных людей, ингушей, мы узнаем здесь, вот к нашему стыду, представляете? Но все равно это великолепно, что Тбилиси, он как был Кавказским домом, я все-таки думаю, что у него есть такая сакральная функция, такая сакральная, объединяющая, нечто такое связано с метафизикой ценность. И то, что мы приезжаем в Тбилиси, как себе домой, что-то новое испытываем, дышим своим воздухом и тбилисским воздухом, и кого-то встречаем, и это вот как-то очень сильно генерирует, но одновременно узнаем много нового о себе и в прошлом, и в настоящем, и одновременно Тбилиси мы наблюдаем, как он, Грузия, как он трансформируется, как эта страна развивается, как наши братья здесь живут. И вот мы вчера сидели и разговаривали, я говорю, смотрите, вот размышляя о разном и всяком, я говорю, посмотрите, я говорю, до появления христианства в Грузии и у нас там ислам, нас объединяло этнокультурное начало. Ни христианство, ни ислам не разделил нас. Это Божий дар, Божья милость, которая ниспослана нам через пророков наших. Да благословит их Аллах и приветствует и пророк Иса, и Магомед. Ну вот посмотрите, это как дополнение к тем ценностям, которые изначально нам Бог дал. Тогда тысячи, десятки тысяч лет создав нас и наделив нас такой великолепной, шикарной культурой, таким сакральным знанием о природе, метафизике, разуме. И вот сегодня утром я стою с балкона, это старый квартал, такое красивое место, такое обозрение. И я говорю про себя, вот мы с Асланом разговаривали, я говорю, смотри, сколько тысяч лет эта земля видела разные события, разных людей, разные обстоятельства. Но какая красота, сочетание древности, современности, философии, чего-то еще, чего-то еще. Ну, на самом деле, Тбилиси это для нас, конечно, Кавказский дом. Мы любим сюда ездить, мы любим Тбилиси, мы любим Грузию, мы любим грузин. Слава Богу, наши предки пронесли с честью эти отношения. Нету грязных пятен, нет чего-то такого, что там как камешек досидело. Приезжаем вот как себе. Понимаете? И то, что вот сегодня здесь, в Грузии, Шалва со своими друзьями, Марем, вот переживая, за кого она замуж выйдет, все думаю, кто же вот ее заберет, а? Надо об этом коллективно подумать, найти хорошего, достойного парня. Но Шалва ее бережет, молодец. И вот мы приезжаем, и они проводят такие великолепные мероприятия. Был еще фонд Кавказа, Гиви Гамбашидзе. Его не стало по разным причинам. Но вот, слава Богу, Шалва со своими друзьями тратят свои ресурсы, свое время на нас, возят нас, кормят нас, поят нас, с нами общаются как-то. Ну, конечно, это все непросто, нелегко в наше время. Это все затратно, но вы знаете, в этом есть какой-то глубочайший смысл, и оно дальше будет иметь свое значение, оно отыграется
других вещах. Слава Богу, что Грузия есть. 26-го был День независимости Грузии. Я сидел дома, листал интернет и про себя думал, слава Богу, да поможет Господь, да поможет Аллах грузинскому народу, у которого великолепная традиция, у которого великолепная интеллигенция, ученые, люди творчества, просто мужественные люди, которых сохраняют культуру, традиции, уважение, знаете, это такая неписанная природа, энергия, которая, она или есть, или ее нет. И про себя думаю, слава Богу, что все-таки страна независимая. Это их общий дом, какая история мы знаем, сколько завоеваний, сколько всякого рода было потрясений на этой земле. Вот храни Господь, храни Аллах эту землю, этих людей, это благородство, это высокое начало, эту культуру. Она наша. Вы не думайте, вы и наши. Ингуши называют грузин племянниками. Великая царица Тамара, вот, и первый царь, это все не просто так. Это глубокие, там, очень глубокие сакральные вещи, метафизические вещи. Мы вас любим, мы вам очень благодарны. Вот то, что на вашей земле, на нашей земле проходят такие культурологические вещи, мы показываем, ну это просто открытие. Я вот так хожу руками, трогаю, думаю, какая умница, сама. Вот мы чай пили, сидели, я спрашиваю, а как ты? Ну вот как-то вот умела шить, а потом потихоньку вот Бог привел, душа раскрылась и пришла вот к этому, может быть, сейчас уже мало создаваемому творчеству и начала делать. Это искусство, это великое искусство. И то, что вы сегодня почтили своим присутствием, честь оказали прийти сюда, это в высшей степени похвала, мы вам очень признательны. И дай Бог, чтобы работы выходили, чтобы их показывали, чтобы в музеи ходили. Великолепно вы спели на бацбийском. Я чуть не расплакался. Я чуть не заплакал. Хотел рядом встать, но думаю, будет нелепо. И с вами спеть что-нибудь. А мы споем еще не вечер. Большое спасибо за ваши сердца, за ваш дух, за ваше гостеприимство, за то, что вы это цените. Пришли специалисты, мастера. Дай Бог нашей Грузии, вашей Грузии, нашей общей Грузии процветания. И спасибо вам за такую